Есть на Земле места, описать которые практически невозможно. Не находятся подходящие слова, а тем словам, которые приходят в голову, явно не хватает красок. Такие уголки природы нужно видеть своими глазами. И уж точно нужно знать о них. К этой невероятной красоте не могут привыкнуть даже местные жители. А у туристов захватывает дух. То ли от чистейшего воздуха, то ли от открывающихся потрясающих видов. К примеру, на Эльбрус, ледники которого именно здесь дают начало истокам реки Кубань. В этом почти магическом месте встречаются две быстрые горные речки. И место их слияния становится местом рождения одной из 4 важнейших рек Кавказского края. Те, кто хоть раз бывал здесь, понимают, чтобы ближе познакомиться с этими местами, нужно подняться как можно выше. Поэтому и тянутся то и дело вверх по горам вереницы влюбленных в эти места людей, верными спутниками которых неизменно становятся знаменитые карачаевские лошади. По сыпучим камням она не очень желательно, не ходит по желанию. Но если его направить, она спокойно переходит в сыпучие осыпи. Это особенность нашей лошади. Потому что у него шаг выверенный, более низкая скорость. А степные лошади, например, приходилось по Махару ездить мне несколько лет. Они идут как по равнине, по каменной осыпи, и споткаются. Когда споткаются, они переворачиваются головой вниз, падают. А карачаевская лошадь, когда начинает падать, зад скидывает вниз, а голову поворачивает наверх и на колени падает или на брюхо ложится. Большой плюс то, что организовали восхождение на Эльбрус. И взошли 4 лошади. 2 лошади дважды покоряли 2 вершины Эльбруса. Это особенность и есть, наверное, карачаевской лошади, в отличие от других.
Уже больше 10 лет каждый год в начале весны Али поднимается в горы, пасет скот. В отарах, которые он гонит на высокогорные пастбища, минимум 1000 голов. Месяцами он живет вдали от людей, спускаясь домой, только чтобы перезимовать. В поисках самых сочных лугов Али вместе со своей отарой проходит десятки, а то и сотни километров по горным тропам, на пути встречая ущелья и бурные речки. Ни один, даже самый современный транспорт не сможет доставить чабана на эти пастбища. Именно поэтому незаменимым помощником для Али долгие годы остается лошадь. Этот домик на высоте почти 3000 метров над уровнем моря Али построил сам. Рубил сухой лес и на лошадях поднимал бревна. Впрочем, все, предметы быта и провизия доставляются сюда именно таким способом. Да и здесь, на высоте, жить приходится не в самых благоприятных условиях. Каждый день они выгоняют отару на поиски нового пастбища, проходя при этом не 1 километр. Останавливаться стараются на равнинах, поближе к воде. Вместе, рассказывает Али, много ручьев попили. Он уверен, лошадь другой породы не то что помочь здесь человеку не сможет, себя загубит. А карачаевцы справляются. Легко переносят долгие переходы по каменистым поверхностям, не боятся холода и жары, устойчивы к болезням и инфекциям. Невероятно закалены и живучи. Это красивое животное вполне может самостоятельно позаботиться о себе даже высоко в горах. Прокормиться без помощи человека для нее не проблема. И все же здесь, на высоте, несмотря на все навыки, природные данные и железный характер, лошадь и человек стараются держаться друг друга. Если были, наверное, планы другие, но сейчас не жалуюсь. Ну, не учился, потом уже на это потянул, на лошади, скот на это потянул. Карачаевская порода, ну, это, горная порода, это другая уже. Другое место, если степные, уже другое место, ну, другая порода. Ну, степными лошадьми тут ходить даже опасно на тропах, наших тропах. Почему? Потому что может в этих тропах может упасть лошадь, если не местные, ну, степные. Тут местные лошади другие, чем степная. Это около 10 лет работаю. Ну, весной ухожу, осенью спускаюсь. Ну, на сезон частные барашки пасем. И осенью спускаюсь, зимой дома. Бывает, один остаюсь, напарник тоже есть. Гости приезжают. С аула пацанов, ребята приезжают. Что надо, привозят. Созваниваемся. Ну, бывает, волк нападает, шакал нападает. Интересно, вот. Днем нападают, и ночью волк заходит. Бывает, выгоняешь, кричишь. Ночью выходишь. Дождь, не дождь. Бывает всякие. Ночью
А тару беспокоит только звери. Шакал может заходить, хочет зайти. Ну, шакалов тогда не страшно, но ночью, если вот волки страшные, ну, если зайдут, может резать там не одну барашку, там может, десяток может зарезать. Оставлять тоже нельзя, ночью тоже опасно. Иногда только вот после приезжих там смотришь на этот, ну, на эти горы, так присматриваешь. Иногда сама себе интересно показывается. Даже не чувствуешь. Ну, вот после как начнут приезжать, ну, приезжие, после них сам остаешься так, сядешь где-нибудь так присматриваешь, уже тебе интересно, в каком месте живем, интересно, вообще красивая природа. Там мы гордимся, вот, что живем на этих горах, на этих местностях, вот красивых местах. За годы такой работы к незваным гостям Али привык и знает способы, как от них избавиться. Не то чтобы ему совсем не страшно, просто он научился справляться с этой и с десятком других забот. Али и сам не хуже своей лошади закален. Преодолевать трудности карачаевцы привыкли. Это здесь и у лошадей, и у людей в крови. В ауле, где живет семья Али, жизнь как будто замерла. Кажется, примерно в таких же условиях жили здесь и несколько поколений назад. Нет газа, дома топят дровами, а по здешним дорогам передвигаться подчас приходится примерно так же, как и по высокогорным тропам. Но другой жизни местные жители не знают. Как и много лет назад, кормят себя, работая на земле и выращивая скот. И тут, кстати, без лошадей тоже не обойтись. Они, как могут, помогают местным жителям зарабатывать. Так родной брат Али организует конные прогулки. Катает туристов по высокогорным маршрутам. Кстати, летом желающих предостаточно. Еще бы, вы только посмотрите, какие здесь места. Магомеду Юнусовичу тем для разговора хватает, но чаще и увлеченнее говорит о карачаевских лошадях. И даже сам смеется. Если меня не остановить, могу рассказывать о них пару дней. Во время войны, например, когда сбивали всадника, другой всадник не мог сразу на нем сесть и поехать. Такая особенность была. Еще у них каприз, стоячую воду не пьют. Хоть замучить жажда, но не пьют стоячую, только проточную. Это в силу того, что в горных условиях везде речки, может из-за этого. Они смелые, где пройдет человек еле-еле, там и лошадь может пройти. Они такие смелые.
Заводчиком лошадей он был не всегда. Как и многие его сверстники, родился в Казахстане, а сюда приехал ребенком. Затем была служба в армии, учеба на спортфаке. Кстати, в спорте удалось добиться успеха. Занимался штангой, гиревым спортом, не раз успешно защищал честь тогда еще Карачаево-Черкесской автономной области. Наверное, так бы и работал учителем или тренером, если бы не трагедия в семье. В 1983 году утонул его младший брат. Магомеду Юнусовичу пришлось вернуться в родительский дом, где, как он сам говорит, наконец сбылась его детская мечта – иметь лошадь. У погибшего брата были 2 кобылы и 1 жеребец. Правда, путь к мечте был нелегким. В те времена держать лошадь в частных подворьях запрещалось. И тут Магомед Юнусович проявил свой гордый нрав. Лошадей отдавать не стал. Позже смог записать их в реестр и превратить разведение лошадей в главное дело своей жизни. Каждый каприз лошадей знает как свой собственный. Говоря о породе, не раз подчеркивает, характер такой же, как у местных жителей. Ни люди, ни кони здесь не сдавались, несмотря на серьезные испытания, которые им пришлось пережить. Вспомнить хотя бы депортацию, ведь в те времена репрессии коснулись и лошадей тоже. Их лишили своего названия, официально причислив к соседней кабардинской породе. История помнит, что карачаевские лошади были незаменимы во время войны. Тысячи голов лошадей выращивались для нужд армии – царской, советской, а затем современной. В горных условиях им нет равных, и только им дважды покорилась высочайшая вершина Европы – Эльбрус. 5633 метра, или 26, говорят, по одним данным. А во второй год поднялись на более высокую восточную вершину – 5642. Это зафиксировано в книге Гиннеса во время восхождения первой экспедиции конной, которую вел Клычкерий Урусов. Присутствовали альпинистические группы с Японии, Соединенных Штатов, которые и снимали эти восхождения. И таким путем они тоже поддержали факт восхождения Карачаевской лошади. Вот таким путем они и вошли в книгу Гиннеса как покорители высочайшей вершины Европы Эльбрус. По рассказам ребят, на вершине лошадей буквально кидало как пьяных. Поддерживали их из-за нехватки кислорода. А когда глаза начали слезиться от отраженного света, от льда, придумали голь на бутылках хитра, говорят русские, так фанты вырезали зеленого цвета, оказались у них фанты, и сделали очки для лошадей, и нормально они, говорят, чувствовали в очках. Но до седловины они дышали нормально, говорят, не чувствовалось, что они страдают нехваткой кислорода. А на вершине, на самой, их, говорит, действительно кидало, не хватало кислорода. Вот, это рассказы. Восходители-то были с нашего ущелья, с Хурсука ветврач был Джаттоев, с Учкулана был электромеханик Пичиев, с Каршурта был Яковот Тахир Каппушев. Вот эти ребята и восходили дважды на лошадях. Сейчас у Магомеда Юнусовича небольшой конезавод. Его лошадей увозили и в Осетию, и в Чечню, и на Кубань. И всегда только положительные отзывы. Признается, что пробовал разводить лошадей других пород. Но наиболее продуктивным все же оказался его опыт с карачаевцами. А еще к своим 69 годам он так и не был женат. Лошади стали единственной любовью его жизни.
карачаевской породы неразрывно связана с историей Кавказа. В их прошлом немало потрясений и побед. Об их будущем сегодня часто говорят в восторженных тонах. А что в настоящем? В настоящем эти лошади все так же пасут скот, везут тяжелый груз туда, куда трудно, а иногда просто невозможно добраться другим транспортом. Поднимают по склонам группы восторженных туристов. Говорят, жизнь меняется, люди меняются, а она все та же, идущая по горам.